Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы говорим о национальных и международных механизмах защиты и продвижения политических прав женщин в Кыргызской Республике. У нас в гостях директор Центра защиты женщин Балгакы Абыловна Досалиева. Здравствуйте! Прежде всего, расскажите нам, как сегодня защищаются права женщин в Кыргызской Республике, какие существуют законы. С момента обретения независимости Кыргызстан принял ряд международных конвенций в области продвижения политических прав женщин. Это Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, СИДАУ, Конвенция о политических правах женщин, Конвенция о гражданстве замужних женщин, Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков, Конвенция об охране материнства. Все эти конвенции влияют на продвижение политических прав женщин. Наряду с принятием конвенций Кыргызстан также принял обязательства перед международным сообществом. К таким обязательствам относятся внедрение в Конституцию принципа равноправия, 1997 год, внедрение принципа равноправия в государственные программы, планы, стратегии, принятие своих законов, обеспечивающие равные права и равные возможности. В качестве обязанности наша страна приняла включение в законодательство специальных мер по продвижению политических прав женщин. На основе реализации предусмотренных Конвенцией прав вышеуказанные обязательства закреплены в Конституцию Кыргызской Республики. Например, совершеннолетние граждане имеют право избирать и быть избранными во всех выборах. Конституция Кыргызской Республики, статья 37. Принцип равноправия также присутствует в Конституции Кыргызской Республики, 24 статьи. Предусмотрено, что никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, инвалидности, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, происхождения, имущественного или иного положения, а также других обстоятельств. В этой же статье также учтены специальные меры для различных социальных групп. В Кыргызской Республике все равны перед законом и судом. В Кыргызской Республике мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации. Данная статья включена в Конституцию на основании вышеуказанных обязательств, принятых кыргызским государством, статья 24, пункт 3. Теперь, если говорить о наших законах, то в 2008 году был принят закон о государственных гарантиях равных прав и равных возможностей для мужчин и женщин. Закон устанавливает государственные гарантии по предоставлению равных прав и возможностей лицам разного пола в политической, социальной, экономической, культурной и иных областях жизнедеятельности человека. Призван оградить мужчин и женщин от дискриминации по признаку пола. Направлен на утверждение прогрессивных демократических отношений между мужчинами и женщинами. Также закон гарантирует гендерное равенство при поступлении на государственную и муниципальную службу, равные избирательные прав и так далее. На основании выполнения требований статьи 7 Конвенции СИДАУ статьями 4 и 25 закона номер 75 от 2016 года о государственной гражданской службе и поступлении на муниципальную службу утвержден принцип равных возможностей при поступлении на службу. В целях реализации данного принципа принято дополнительное положение. В данном положении также прописаны правила формирования национального резерва кадров и конкурсного отбора на государственную и муниципальную службу для реализации равных возможностей независимо от пола. Тем же положением предусмотрено, что отбор кадров проходит на конкурсной основе, а представленность одного пола не должно превышать 70%. В закон о выборах депутатов местных кенешей также включен принцип гендерного равенства, наряду с равными правами избирать и быть избранным. В этом году состоялся процесс выборов депутатов местных кенешей. В дополнение к закону в качестве гендерного принципа включены механизмы по резервированию 30% мандатов депутатов местных кенешей для женщин и по сохранению квоты, принятой для женщин.
На последних выборах был реализован механизм резервирования 30% мандатов для женщин, а механизм сохранения квоты теперь будет работать следующим образом. В случае досрочного прекращения депутатами своих полномочий предусматривается передача мандата женщины-депутата кандидату-женщине, а в случае приостановления мандата мужчине-кандидату. Есть ли какие-то особые меры для женщин? Да, есть специальные меры для женщин. Специальные меры для женщин – это меры по предоставлению привилегированных прав, льгот для женщин, которые применяются для достижения равенства. Специальные меры направлены на установление фактического равенства между мужчинами и женщинами. Не являются дискриминацией специальные меры, установленные законом и направленные на обеспечение равных возможностей для различных социальных групп в соответствии с международными обязательствами. Статья 24 Конституции Кыргызской Республики. Временные специальные меры – правовая поддержка, позволяющая самостоятельно достичь какого-либо результата. Например, в качестве возможности стать депутатом местного кенеша законодательно введена квота. Запрет в отношении женщин может быть прекращен, и квота или закон о квотах могут быть приостановлены. Только тогда женщины станут полноправными кандидатами. Закон о квотах предусмотрен еще с 2007 года во время выборов депутатов Джогорку-Кенеша. На выборах в Джогорку-Кенеш по пропорциональной системе в списках партий предусмотрено не более 70% представителей одного пола и очередность в списках не более 3 позиций. Списки партии Кыргызстана должны составляться следующим образом. 3 мужчины, 4-й должна быть женщина. Так как закон предусматривает представленность одного пола, список можно составлять согласно паритетному принципу – мужчина-женщина, женщина-мужчина. Это минимальные требования. По желанию политических партий в список можно включать и более 30% женщин. Однако лидеры партий не поддерживают участие женщин на уровне принятия решений. Если отдавать им каждую 4-ю позицию, то депутатами Джогорку-Кенеша Кыргызской Республики могут стать не 30%, а 25% женщин. При избрании или утверждении на должности в следующих органах также была введена квота. Городские кенеши в списках партий не более 70% представителей одного пола и чередование не более 2 позиций подряд. В органах, где предусмотрено назначение на должности, в составе ЦИК не более 70% представителей одного пола. Верховного суда, в том числе Конституционной палаты, не более 70% представителей одного пола. Счетной палаты – не более 70% представителей одного пола. Заместители Акыкатчи – не более 70% представителей одного пола. Причиной введения подобных квот стало то, что в 2005 и 2006 годах в нашем парламенте не было ни одной женщины-депутата. После введения этого закона о квотах в 2007 году в Джогорку-Кенеше 25% составляли женщины. В 2010 году 23% в составе парламента заняли женщины, а в 2016 году этот процент вовсе упал до 15%. В настоящее время в нашем парламенте 16,6% составляют женщины. Разве квота для женщин в Кыргызской Республике, введенная этими местными кенешами, не ограничивает права мужчин? Это не ограничивает права мужчин и не нарушает, потому что наша Конституция гласит, что квота, предоставляемая в качестве специальной меры, не ущемляет права других социальных групп. К тому же у мужчин и прав, и возможностей больше, чем у женщин. По сложившемуся менталитету кыргызского народа у мужчин не так много социальных обязанностей, как у женщин. Например, мужчины не всегда ухаживают за больным ребенком. На женщин часто возлагаются обязанности по уходу за престарелыми и больными родственниками. Также женщины должны заниматься обучением детей, приготовлением пищи, ведением хозяйства. Это было особенно заметно во время пандемии коронавируса. Мужчина сам принимает решения о своих финансовых затратах. Например, если он тратит деньги на агитацию во время выборов, на встречи с населением, он не просит на это разрешения у своей семьи. Они также в экономически привилегированном положении, поэтому препятствий для мужчин практически нет. Большое спасибо за интервью. С нами была Досалиева Балгакы Абыловна, директор Центра защиты женщин.
Спасибо.